Якутская городская дума на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии обсудила вопросы по выделению средств на снос и расчистку территории аварийного здания главного корпуса школы номер 29, а также о ходе подготовки бюджета города Якутска в сфере ЖКХ на 2020-2022 годы. По вопросу школы номер 29 выступил руководитель управления Центрального округа Матвей Торговкин, который по просьбе родителей учащихся школы и педагогического коллектива обратился к депутатам Гордумы для принятия решения по сносу здания. Школа была построена в 1964 году. Капитальный ремонт проводился 4 раза, а в 2013 году прокуратурой была запрещена эксплуатация главного корпуса, и решением суда в том же году деятельность была приостановлена. Учебный процесс был перенесен в пристроенное к школе помещение. Там был пристрой, который в принципе не пригоден для общеобразовательного учреждения. Там фактически было внеклассное образование, поэтому вот эти все классы. Сейчас я там был несколько раз, и рекреации, холлы, они приспосабливают для учебы. 800 человек, ну там просто каша, толкучка, поэтому я очень просил бы депутатов городской думы положительно принять по сносу. Оно находится в аварийном состоянии, значит, там, насколько я понимаю, есть линза под этим зданием. Не дай бог что-то произойдет, либо оттайка будет раньше или позже, это, соответственно, все может рухнуть, и это нам потом уже аукнется очень серьезно. Поэтому хотел бы, чтобы со всей серьезностью отнеслись к этому вопросу. В принципе, давно уже идет разговоры, и Евдокия Ивановна подтвердит, года 4, да, но это просто невозможно, потому что родители учеников сообщает, сам преподавательский состав, постоянно идут замечания. Естественно, поэтому мы инициировали еще раз на рассмотрение Якутской гордумы вот этого вопроса на будущий год. Желательно, если ПСД будет готово уже, чтобы весной уже начали снос и подготовку вот этой территории. Стоимость сноса оценена в порядке 15 миллионов рублей. До утверждения суммы и внесения ее в бюджет 2020 года предстоит еще один этап – разработка проекта сметной документации по сносу. Предварительная стоимость сноса объекта включена в бюджет 2020 года стоимостью 14 миллионов 947 тысяч рублей. На ноябрьской сессии думаем, что положительное решение будет. На уточнение? На разработку ПСД. На разработку ПСД стоимость услуг 868 тысяч. С информацией о подготовке бюджета города выступил заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Сорокин. Он отметил недостаточное финансирование на газификацию частного сектора и содержание дорог. На сегодняшний день у нас состоялось первое заседание постоянно действующей комиссии городской думы по городскому хозяйству, по ЖКХ и энергетике. В принципе, мы прогнозировали, что будет очень тяжело, трудно, поскольку денежных средств у нас источников всего на 2020 год, к сожалению, не так их много, они ограничены. И, соответственно, имеется ряд проблем, которые требуются решения. В первую очередь мы рассматриваем оказание содействия со стороны депутатов городского собрания в части того, чтобы выйти с законодательной инициативой в адрес Государственного собрания и УТУМ о выделении определенных лимитов бюджета Республики Саха-Якутия. Дефицит местного бюджета на 2020-2022 года прогнозируется в размере 5% от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутс ТВ.